сказки, песни на всем моем пути. Идите по следу до самой последней, коль захотите меня найти. Это слова Мусы Джалиля, написанные в мадридской тюрьме. Всего было написано 125 стихотворений, нам известны на сегодня только 97. История стихов Джалиля – предмет исследований и писателями, и историками. Я, как исследователь-историк, должен сказать следующее. Впервые имя Мусы Джалиля стало известно в Москве. Вновь из плена голос раздался еще когда наши войска вели бои за Берлин. Отряд красных подразделения советской армии вступило во двор мадридской тюрьмы, и в груди книг, выброшенных на двор, нашли записку: «Я, татарский поэт, находился в этой тюрьме, осужден и буду расстрелян. Прошу передать моим товарищам в Москве, Союз писателей, Александру Фадееву, Фурсун-Заде и другим, что я буду расстрелян». Эта записка тогда же, в 1945 году, пришла в Москву, была послана просто фронтовиками непосредственно в Союз писателей. Александр Фадеев не смог ничего предпринять, сославшись на то, что нездоров, и лишь через год, в 1946 году, написал записку жене Мусы Джалиля относительно такой вести. Однако это еще не стало документом, который бы дал возможность считать погибшим героя Мусы Джалиля. Сегодня мы чествуем, воздаем должной памяти день 110-й годовщины со дня рождения, по случаю этого дня, на который, между прочим, наша пресса слабо откликнулась. В день 110-й годовщины Джалиля только газета «Правда» дала целую полосу о подвиге группы Мусы Джалиля. Литературная газета ограничилась тем, что опубликовала статью татарского поэта из Казани о творческом мастерстве Джалиля. Я, как историк, исследовал не только творчество, «Молодецкую тетрадь», но и героический подвиг Мусы Джалиля. Мы чествуем сегодня героя Советского Союза, героя Великой Отечественной войны и лауреата Ленинской премии. В советской истории другого такого писателя я не могу назвать. Если кто-то знает такой случай, скажите, пожалуйста, мне. Первым, кто сделал шаг к реабилитации Мусы Джалиля, которого подозревали в том, что он остался жив и где-то еще обитает, был Константин Симонов. Так что этим двум русским писателям, Александру Фадееву и Константину Симонову, мы обязаны тем, что память о Мусе Джалиле осталась в памяти народа. Константин Симонов не только опубликовал первые 5 стихов в переводе на русский язык в газете, литературной газете, редактором которой он стал после смерти Сталина через 2-3 недели. Первыми переводчиками были известные тогда выдающиеся поэты Анна Ахматова, Самуил Яковлевич Маршак,
и профессиональные поэты-переводчики. Эти 5-6 стихотворений стали сигналом Казани, что можно публиковать стихи Джалиля в виде сборника. Сборники имеют два сборника, которые стали известны, о них уже в фильме хорошо было рассказано, и очень хорошо сказала об этом Чулпан Мусеевна Залилова. Вот в такой книжечке умещаются. Вся Мадридская тетрадь. Но какой заряд, какая мощность. На 18 иностранных языков переведена стихи Мусы Джалиля. В чем же героизм, подвиг группы Мусы Джалиля? Муса Джалиль был душой, вдохновителем. Он старший и по возрасту, и по званию воинскому. У него шпала была на петлице. Был душой группы сопротивления, подпольной группы сопротивления, которая готовила восстание и переход мобилизованных в легион татар на сторону своих. И первым таким подвигом, я бы сказал, стал переход на сторону белорусских партизан в районе Витебска. Об этом сейчас группа московских и частично казанских писателей создали книгу «Никто не забыт». Историю эту я сейчас пересказывать не буду. Одно лишь скажу, что нацисты организовали в районе Витебска группировку 28 тысяч солдат и офицеров для того, чтобы задушить, уничтожить 4000 партизан, которые действовали в этом районе. Именно туда, как пушечное, так сказать, мясо, отправили нацисты первый легион из татар. И 825-й так называемый батальон в полном составе, 506 человек, перешел на сторону партизан с 3 пушками, амунициями, 26 подвод с продовольствием и сражался на стороне партизан. Это должно быть известно, я полагаю, и в институте. Я передаю в библиотеке Наталье Евгеньевне эту книгу. Муса Джалиль был выдающимся поэтом уже до войны. 12 сборников стихов он выпустил до 1941 года. Назовите мне сегодня поэта, который хотя бы 5 сборников стихов смог выпустить. У нас сейчас в татарской общине Москвы несколько поэтов пишут стихи на русском языке, и в том числе стихи о Мусе Джалиле. Я полагаю, что будет возможно заслушать здесь некоторых из них, но хотел бы сказать следующее. Мне имя Мусы Джалиля стало известно в 1953 году в связи с публикацией Константина Симонова. И с этого момента я собираю все, что появляется в нашей печати, и самого Мусы Джалиля, и о нем книги. Огромный вклад в джалилеведение несли казанские и татарские писатели. И в этой связи я должен воздать должное и сказать спасибо полпредству Татарстана в Москве, которое использует факт открытия памятника Мусы Джалиля на улице Мусы Джалиля в районе метро Борисова или Красногвардейская, для того, чтобы не просто не забывалось имя Джалиля, а для того, чтобы память о Джалиле была для молодежи примером, образцом верного служения Родине до казни. Тут в фильме было сказано, что
он умер в Берлине. Он не умер, он был казнен. Что я хочу сказать в конце своего выступления. Вместе с Чулпан Мусеевной мы несколько раз были в Германии, и создание мемориального уголков в музее сопротивления фашизму в Берлине в значительной степени заслуга москвичей. Общество Германия, Россия обратилось в свое время к Шеремиеву, и отлитая плита, которую показали латинскими буквами, размещена там по инициативе московских ученых и исследователей и по указанию Шеремиева. С этого началось создание мемориала в Берлине. И в Берлине сейчас в музее сопротивления этого плита, отлитая в металле, и кроме того, уголок специально посвященный памяти Джулии. В этой связи хотелось бы высказать одно предложение, а именно в Москве, кроме квартиры в Столешниковом переулке, где мог бы быть уголок, посвященный Мусе Джалилю. Кроме того, местом работы татарских писателей до войны был татарский культурный центр около метро Новокузнецкая на Малом Татарском переулке, дом 8. Там сейчас есть уголок, специально большая комната отведена, где скульптурный бюст отлитый, больших размеров, и материалы собираются. Если бы возбудить ходатайство о том, чтобы филиалом музея Отечественной войны там был сохранен этот уголок, то в этот уголок, в этот музей, если угодно, филиал музея, можно было бы доставить очень много интересных, как здесь было сказано правильно, артефактов. Не выставляя себя как, так сказать, единственного, это не так, но пока я должен сказать, что казанские ученые очень много сделали, и мы благодарны им за то, что они не только Монгольскую тетрадь, но и само творчество в тяжелых условиях сообщили. Кстати, сказать о пленных. Это к истории Великой Отечественной относится, не знаю, как в экспозиции музея это отражено. В первые месяцы войны страна потеряла всю кадровую армию. Это вывод, сделанный военными историками. И в плен в результате окружения попали более 5 миллионов советских солдат и офицеров. Более 5 миллионов. И 2,5 миллиона из них от голода, от ранений, от истязаний погибли в немецкой земле. Я об этом говорю для того, чтобы вы поняли, в каких условиях жестоких пришлось действовать группе Джалиля. Первоначально арестовали 80 человек, но в суде предстали руководители, и документ об этом на сегодня единственный документ, имеющий юридическую силу, наряду с свидетельством о смерти, которую Чулпан Мусеевна во время нашей совместной поездки получила в ЗАГСе в учреждении в районе Шарлоттенбурга. Вот. Охватывает некоторые волнения, но тем не менее я скажу. Когда мы обратились с просьбой разместить вот эту плиту в музее сопротивления фашизму,
Мне лично директор музея сказал, а мы не знаем, за что их казнили. Может быть, они совершили какое-то действительно преступление. Ну, пришлось в резкой форме сказать, они погибли здесь, в Цензее, и это установленный факт. Ищите. И в результате нашей настойчивости и писем в Сенат Западного Берлина, относилась в то время к западной части, нашли в так называемом Пражском архиве, и когда мы были в поездке, другой поездке, вместе с генералом армии Гореевым, выдающимся историком Великой Отечественной войны, мы получили этот документ, выписку из приговора имперского суда. Имперский суд был в Дрездене в феврале 1944 года, и документы там в 1945 году погибли в пожаре, который вызван был бомбежкой, который предприняли американцы перед приходом нашей армии. Что это за документ, который должен быть в музее Великой Отечественной войны? Я готов копию предоставить. Приговор имперского суда назывался «Гайнан Курмаш и 10 других». Боевым организатором этой группы сопротивления был Гайнан Курмаш из Мордовии, который в 19 лет был директором школы, которая откликнулась, между прочим, на мою публикацию и благодарственное письмо прислал. Этот документ Гайнан Курмаш и 10 других, где обозначен Мусад Джалиль 5-й строкой, гласит, что Мусад Джалиль, в отличие от других осужденных, которые названы легионерами, по их гражданской специальности в мирное время, вот, Мусад Джалиль обозначен писатель, в отличие от всех других. Никогда в легионе он не был. И это обязаны знать и помнить, в том числе и при создании кинофильмов и прочего. Приговор, обвинение гласило за подрыв военной мощи Рейха, приговорить к смертной казни и каждому отдельной строкой смертная казнь путем обезглавливания, жестокая кара, которую не поговорил Гитлер даже тех генералов, которые против него заговор устроили. Татары шли на смерть, как правильно подчеркнула Светлана Алексеевна, с песней. Они пели татарскую песню. Какую, можно предполагать, но это останется загадкой истории. В Цензее, когда вы будете в Берлине, посетите Цензее, памятные места. Я благодарю вас за внимание и за терпение. Спасибо огромное, Александр Александрович. Мы продолжим весь ваш музей и включим вам подарок.